Российский рынок акций закрыл торги снижением на 5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Биржевой курс европейской валюты на торгах впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 рубля. Курс доллара к рублю на закрытии торгов на Московской бирже составил 65,48. Ну а курс доллара, установленный Центробанком, составил 65,60, за евро 71,64. Что касается обмена валюты в Якутске, то выгодный курс для покупки и американской, и европейских валют в Восточном банке 66 ровно и 72,70. Продажа доллара и евро выгоднее в Россельхозбанке 66,7 и 72,29. Минвосток развития России планирует наделить корпорацию развития Дальнего Востока, которая выполняет функции управляющей компании в дальневосточных территориях опережающего развития и свободным порту Владивосток полномочиями по работе в арктической зоне России, где планируется создать ТОР «Столица Арктики», сообщается на сайте ведомства. Планируется, что ТОР «Столица Арктики» будет расположен на территориях города Мурманска, Икольского и Печокского районов Мурманской области. Там заявлено 5 якорных инвесторов. Реализация только их проектов по предварительным расчетам даст возможность создать не менее 1800 рабочих мест и привлечь 139 миллиардов рублей частных инвестиций. До 2025 года по приоритетному проекту «Местные кадры в промышленность» в республике должны трудоустроить 33 тысячи граждан, постоянно проживающих на территории региона. Программа действует с 2017-го, и на сегодняшний день ее реализуют 20 профильных предприятий. Что изменилось за 3 года работы проекта? Ульяна Шагина изучила статистику. Сергей с детства умеет водить большегрузную технику. Закончив школу, решил сразу поступать в автодорожный техникум, чтобы, отучившись на бульдозериста, сразу найти работу по специальности. По-моему, сейчас в наше время профессия промышленности востребована. Я планирую работать одновременно, заочно учиться в вышке. За руль бульдозера будущих специалистов, конечно же, сразу не посадят. Вначале им нужно научиться их ремонтировать. Практика в этой мастерской продлится ровно 3 месяца. В этом году практику в Якутдорстрое пройдут порядка 50 студентов. Это единственное в Якутске предприятие, где студенты техникума могут пройти обучение. Из-за удаленности подобных компаний столичные студенты лишены возможности практиковаться на местах. Наших студентов на практику не берут. К сожалению, они находятся за нашей территорией. То есть на территории города таких предприятий практически нет. Я думаю, те заведения, которые находятся на территории города, они все испытывают такую проблему. Несмотря на это, в прошлом году 10 выпускников техникума смогли найти работу по специальности на промышленном предприятии. Между тем, компания «Сахатранснефтегаз» организовывает такую практику более 200 студентам ежегодно. Лучшие из них после получения диплома остаются работать здесь на постоянной основе. Наставники на местах назначаются для прохождения производственной практики, и они все наблюдают за ними. Кто как работает, кто как относится к прохождению производственной практики. И, соответственно, после выпуска, когда эти ребята к нам приходят, отдают предпочтение тем, кто проявил себя во время прохождения практики. Республиканский проект «Местные кадры в промышленности» уже доказал свою эффективность. Благодаря программе каждый год работу на стратегически важных предприятиях региона находят порядка 10 тысяч якутян. С этого года проект охватит не только промышленность, но и другие отрасли экономики – транспортную, строительную, энергетическую и другие. Она себя оправдывает на сегодняшний день очень серьезно. Так, она реальная программа. Сегодня движение целое оно идет. И не только вот Госкомитет, да. Сегодня общественные организации, вот смотрите, да, фонд содействия развитию Севера, например, да, и профориентация идет. Сегодня по линии Министерства молодежи тоже всякие акции идут, да, молодежь, промышленность и так далее. Но это, я думаю, что это всеобщее дело в целом. В этом году потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения, составила более 9 тысяч человек, что на 3,9% больше показателей прошлого года. И больше половины из них – это спрос на рабочие профессии. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Пенсионный фонд России будет назначать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке с июля 2021 года. Соответствующие данные будут поступать в ПФР из Бюро медико-социальной экспертизы. Подробная информация у моей коллеги Ниргуяны Ивановой. Ниргуяна, приветствую. Как это будет работать?
Юлия, как пояснили в Минтруде России, это позволит людям с инвалидностью не обращаться за назначением пенсии. Такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Россия может увеличить добычу угля до 485-685 миллионов тонн. При этом экспорт угля планируется увеличить до 292 миллионов тонн. Об этом заявил глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак. Объем инвестиций в угольную отрасль к 2025 году превысит 1 триллион, в 2035 году 2,5–3,5 триллиона рублей. Планируется создание благоприятного инвестиционного климата на территориях опережающего социально-экономического развития, в том числе в новых центрах угледобычи в Тыве, Якутии, Забайкалье, на Дальнем Востоке и в арктической зоне. Компания А-Проперти получила от Федеральной антимонопольной службы разрешение на приобретение 100% капитала компаний «Эльга-Уголь», «Эльга-Дорога» и «Мечел-Трансвосток». Отмечается, что ФАС сочла сделку неспособной привести к ограничению конкуренции и удовлетворила ходатайство А-Проперти. В данное время обсуждение «Газпромбанка» сделки с «Мечелом», покупателем и ВТБ находится на продвинутой стадии. Отметим, что эльгинское месторождение в Якутии является одним из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. Его запасы составляют около 2 миллиардов 200 миллионов тонн. Добыча на месторождении началась в 2011 году. Совокупный объем инвестиций в освоение Тамторского месторождения редкоземельных металлов в Оленёкском районе Якутии составит более 55 миллиардов рублей. В настоящее время компания 3Arc Mining инвестировала в проект порядка 4 миллиардов рублей. Разработка месторождения предполагает добычу руды на участке Буранный и строительство гидрометаллургического комбината в Забайкальском крае для ее переработки. На сегодняшний день все геологоразведочные работы на месторождении завершены в полном объеме. Проведены комплексные инженерные изыскания для строительства объектов инфраструктуры. Разработано предтехнико-экономическое обоснование проекта. Также Роснедра утвердили ТЭО постоянных разведочных кондиций и запасов. Якутия вошла в пятерку лидеров медиарейтинга инвестиционного климата регионов России. Его составило агентство стратегических инициатив. Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Московская область, третье место у Краснодарского края. Замыкают первую пятерку Республика Саха-Якутия и Санкт-Петербург. Первое место Приморья обеспечил Восточный экономический форум, на котором было подписано 270 соглашений на 3 триллиона 400 миллиардов рублей. На место в медиарейтинге Московской области повлияло роуд-шоу инвестиционной привлекательности региона во французском Лионе. Третье место Краснодарскому краю обеспечили в том числе публикации, освещавшиеся работу Российского инвестиционного форума. Он проходил в Сочи в феврале и собрал более 3000 человек из 60 стран. Арбитражный суд Якутии вернул компании «Аэрокарго Плюс» иск о признании авиакомпании «Якутия» банкротом. Так, суд установил обстоятельства несвоевременности обращения кредитора. Отмечается, что возврат был осуществлен с целью соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве. Напомним, транспортная компания «Аэрокарго Плюс» подала иск о признании банкротов Якутии из-за долгов 210 миллионов рублей. В свою очередь, Якутия заявила, что данный иск является инструментом финансового давления на компанию. Компания «Саханефтегазбыт» начинает подготовку к навигации текущего года. Так, руководство предприятия поручило структурным подразделениям разработать планы организационно-технических мероприятий по своевременной подготовке объектов нефтебаз к навигационному периоду. Заключительным этапом является проведение тральных работ и комиссионная сдача причалов. Имя Героя Советского Союза Семена Достовалова присвоили крупному алмазу. Камень добыли на месторождении трубки юбилейная в Якутии. Прозрачный кристалл с желтоватым оттенком необычной формы имеет вес свыше 55 карат. Напомним, в Якутии реализуется проект «100 именных алмазов к столетию государственности Якутии». В этом году крупным алмазом, добытым компанией «Алроса», на территории Якутии присваиваются имена героев Советского Союза, призванных на фронты Великой Отечественной войны из республики. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.
Юлия, передаю тебе слово. До встречи в следующем эфире. Спасибо, Нургуяна. Мы переходим к другим темам. Суд приговорил бывшего начальника отдела кассовых операций филиала Банк Москвы в столице республики к лишению свободы за присвоение свыше 9 миллионов рублей. Отмечается, что подсудимый самостоятельно занимался загрузкой и выгрузкой наличности в банкоматы. При этом часть денег он присваивал себе. Им на ярлыках кассет указывались заведомо ложные сведения о количестве загруженных купюр, а в операционную систему банкоматов периодически не вводились данные о количестве фактически загруженных денежных средств, говорится в сообщении. Суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На имущество подсудимого наложен арест, приговор не вступил в законную силу. Спасатели и волонтеры продолжают поиски 2 подростков, пропавших 2 днями ранее в Черном море. На кадрах МЧС видно, как спасатели с вертолета обследуют побережье. Накануне поиски на море прервали из-за непогоды. Поиски на берегу велись всю ночь. При благоприятных погодных условиях поиски под водой возобновят 6 водолазных групп. В поисковые работы вовлечены более 260 человек. На месте работает следственная группа. Во вторник вечером поступило сообщение о том, что 2 несовершеннолетних пытались перейти реку Псизуапсе в поселке Лазаревское и были снесены в море потоком воды. В полицию обратился представитель предприятия города, пострадавший от мошеннических действий. Компания заключила договор с индивидуальным предпринимателем на поставку строительных материалов на сумму 900 тысяч рублей и договорились о предоплате в 50%. Заказчик отправил деньги, но через какое-то время индивидуальный предприниматель обратился с вопросом о выплате аванса. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Куда же делись деньги? Юля, здравствуй. Перед тем, как заказчик отправил деньги, ему поступил договор о том, что изменились реквизиты, на которые следует направить деньги. Не проверив эту информацию, он направил документы в бухгалтерию. Когда же индивидуальный предприниматель обратился с вопросом об авансе, выяснилось, что никаких писем он не отправлял, а деньги отправили мошеннику, который взломал почту и вел переписку с представителем компании. Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Ленске полицейские задержали 3 подозреваемых в серии краж. В течение нескольких месяцев злоумышленники взламывали гаражи и контейнеры и похищали оттуда автомобильные запчасти, строительные инструменты, дизельное топливо и другое имущество владельцев. Примечательно, что кражи они совершали только в ночь со вторника на среду. Предварительно материальный ущерб составил свыше 200 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска обошли весь город Ленск. В одной отдаленной шиномонтажной мастерской они обнаружили автомобильную резину из списка похищенных предметов. У резины была особая примета, по которой владелец идентифицировал свое имущество. Таким образом, оперативники вышли на след подозреваемых, сбывших похищенное работником мастерской. В результате разыскных мероприятий были задержаны 3 местных жителей в возрасте от 30 до 41 года. По 5 эпизодам преступлений возбудили уголовные дела. По оставшимся решается вопрос о возбуждении и объединении уголовных дел в одно производство. Вместе с тем полицейские уверены, что количество потерпевших увеличится. Ранее судимый 41-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 2 других находятся под подпиской о невыезде. 28-летний житель Мирнинского района дважды украл деньги у своей знакомой. В декабре прошлого года подозреваемый был в гостях у заявительницы, где они вместе выпивали. К концу застолья хозяйка уснула. В это время молодой человек тайно воспользовался ее мобильным банком и перевел на счет своего приятеля более 13 тысяч рублей. После чего он просто покинул квартиру. Потерпевшая, обнаружив пропажу денег, в полицию обращаться не стала, надеясь, что злоумышленник одумается и вернет украденные деньги. Однако в январе уже этого года ситуация повторилась. Подозреваемый и потерпевшая встретились у общих знакомых. В тот день они снова выпивали, и подозреваемый украл банковскую карту знакомой и совершил несколько покупок на 7 тысяч рублей. В его отношении возбудили 2 уголовных дела за кражу и мошенничество с использованием электронных средств платежа. Дистанционные мошенники обокрали жительницу Нюрбинского района. Пострадавшей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей службы защиты клиентов банка. Она сообщила, что 5 минут назад с ее банковского счета неизвестными был совершен перевод в 5000 рублей и попросила продиктовать номер банковской карты, чтобы предотвратить данную операцию. Пенсионерка назвала 16-значный номер, а затем и код подтверждения из СМС-сообщения, после чего с ее карты списали около 6 тысяч рублей. В Аймиконском районе возбудили уголовное дело по факту служебного подлога. Об этом сообщает прокуратура региона.
По материалам проверки прокуратуры Аймиконского района выявлен факт служебного подлога при проведении диспансеризации. Врач Аймиконской центральной районной больницы во время проведения в прошлом году диспансеризации взрослого населения района составил медицинскую карту о проведенной диспансеризации местной жительницы. Вместе с тем проверка установила, что женщина фактически диспансеризацию не проходила. На приеме у врача не была, осмотра и других предусмотренных диспансеризацией процедур в ее отношении в учреждении здравоохранения не выполнялось. Изготовленная медицинским работникам документация послужила основанием для оплаты страховой организации за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия медицинской услуги диспансеризации, которая фактически бюджетным учреждением гражданину не оказывалась. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении врача возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации «Служебный подлог». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры. В Якутске полицейские раскрыли кражу из обувного магазина. Продавец магазина сообщила в полицию о краже 2 пар обуви. Общая сумма ущерба составила около 7,5 тысяч рублей. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев кражи. В кратчайшие сроки полицейскими был установлен подозреваемый, которым оказался безработный, ранее судимый за кражу 36-летний уроженец поселка Хатасы. В момент задержания на подозреваемом были похищенные ботинки. Мужчина воспользовался тем, что в магазине за ним никто не наблюдает, и переобулся в понравившуюся пару ботинок, а также прихватил еще одну пару. Затем просто ушел. Полиция проводит проверку по этому факту. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Юля, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юра. А мы переходим к мировым новостям. Международный олимпийский комитет уверен, что отмена или перенос летней Олимпиады в Токио из-за коронавируса возможны, только если здоровье всех жителей планеты будет под угрозой. Это заявление прозвучало на фоне нарастающих страхов в Японии, что Олимпийские игры могут отменить. Премьер-министр Синдзо Абе призвал на 2 недели отменить или ограничить массовые мероприятия в стране. Только в худшем из возможных случаев, если вирус станет настоящей пандемией или здоровье мира будет поставлено на карту, тогда мы неохотно, но должны будем сказать, что это важнее, чем Олимпийские игры. Но мы сделаем все, чтобы вы получили возможность участвовать. Города и деревни севера Италии опустели, жители пытаются пересидеть эпидемию коронавируса дома. Изолировал себя от общества даже губернатор региона, где заражены 300 человек. Жертв более десятка, рассказывает Роман Чуриков. Когда увидите меня в ближайшие дни, не пугайтесь, это все еще я. Просто пытаюсь защитить жителей Ломбардии и всех, кто входит со мной в контакт от инфекции. В этой трансляции на Facebook не было бы ничего примечательного, если бы не персона мужчины в маске. Это губернатор региона Ломбардия, что на севере Италии. У его помощника обнаружили коронавирус. И политик решил на всякий случай поместить самого себя под карантин. Прекрасная иллюстрация того, насколько серьезно обстоят дела с загадочной болезнью из Китая на Апеннинском полуострове. Вот эти кадры сняты в самый час пик в Милане, административном центре Ломбардии. Улицы полуторамиллионного города почти пусты. Даже на площади у собора и в торговой галерее Виктора Эммануила II только редкие отважные туристы. Италия за последние дни стала центром распространения коронавируса в Европе. Более 400 человек по всей стране больны, 12 из них скончались. 2/3 инфицированных как раз в Ломбардии. В Милане была серьезно сокращена программа недели моды. Отменены ряд футбольных матчей серии А. Местных жителей призывают не ездить в офисы и работать из дома. Поэтому даже в вечерний час пик в вагонах метро можно не просто комфортно постоять, но и посидеть. Но если на улицах Милана людей почти нет, то маленькие населенные пункты в Ломбардии и вовсе превратились в городки и деревни-призраки. Вот это видео, например, снято в Кадоньо, в часе езды от итальянской столицы моды. Так и не скажешь, что вообще-то в городе проживает 15 тысяч человек. Оживление только в продуктовых магазинах. Очереди стоят даже на вход.
Местные жители скупают пасту и консервы, чтобы пересидеть эпидемию дома. Полки в некоторых отделах супермаркетов абсолютно пусты. Но больше всего власти и медики обеспокоены тем, как быстро эпидемия распространяется из Италии в другие страны Европы. Только за последние пару суток о первых зараженных коронавирусом заявили в Греции, Румынии, Грузии, Северной Македонии, Дании, Эстонии и на материковой части Испании. В большинстве случаев больные не так давно вернулись из Ломбардии. Вирус обнаружили уже на всех континентах мира, кроме Антарктиды. Заболевших более 80 тысяч человек. Число жертв приблизилось к 3000. В Париже открывается мультимедийная выставка, которая по замыслу организаторов позволит посетителям оказаться внутри знаменитых полотен конца 19-го, начала 20-х веков. Подробности далее. У каждого, наверное, бывает момент, когда смотришь на любимую картину и мечтаешь оказаться внутри нее. Технологии 21 века позволяют сбыться и таким желанием. В Парижской галерее «Ателье де Люмьер» открылась выставка, посетители которой смогут погрузиться в полотна таких мастеров, как Клод Мане, Пьер-Агюст Ренуар и Марк Шагал. Экспозицию назвали «Путешествие по Средиземноморью». Начиная с 1880-х, поезда позволили художникам покинуть Нормандию и Париж, где до этого в основном творили импрессионисты, и отправиться открывать для себя Средиземноморье. Одним из первых был Мане, который переехал в итальянскую Бордигеру. За ним последовал Ренуар. А затем Камиль Писсаро и целая плеяда мастеров практиковали это еще полвека. Их интересовал юг и интенсивный свет, который не найдешь в Нормандии или под Парижем. На площади в 3300 квадратных метров размещены более 500 работ 20 художников. Создатели выставки специально использовали не только стены, но и другие поверхности, чтобы под разными углами создать эффект трехмерности. Специально подобрали музыку под настроение картин, от классики и церковных гимнов до джаза и рока 60-х. Словом, организаторы постарались использовать современные медиа по максимуму. Цифровые технологии открыли для нас целый новый мир. В прежние времена мы бы не смогли собрать 500 картин, разбросанных по всему миру, в одну экспозицию. Мне кажется, то, что у нас получилось, это само по себе произведение искусства. Это больше, чем диорама, чем слайд-шоу. Подтвердить или опровергнуть эти слова можно будет уже завтра, когда путешествие по Средиземноморью откроют для публики. Выставка продлится до 3 января следующего года. Цена билета – 15 евро, чуть больше 1000 рублей. В пражском зоопарке пополнение. В понедельник там родилась обезьянка Гвиреца. Уже в среду новорожденного показали публике и познакомили с остальной стаей в вольере. Новорожденного самца редкого вида обезьяны в среду утром впервые увидели посетители пражского зоопарка. В тот же день мать представила детеныша своей семье в вольере, чтобы они смогли обнять и поддержать его. Он родился в понедельник у родителей Люси и Катанги и пока весит всего полкилограмма. Пока еще безымянный малыш относится к редкому виду мартышек – восточный колобус или гвиреца. Посетители легко узнают новорожденного по белому меху. Через месяц он станет серым, а позже черно-белым. Ученые в Антарктиде фотографировали хвосты китов и тестировали воду на наличие в ней клеток ДНК, пытаясь точно определить, какие представители населяют акваторию Южного полюса, рассказывает Анастасия Дмитриева. Этот холодный, труднодоступный и опасный уголок планеты – не самое простое место для работы. Но для команды ученых под руководством доктора Кристен Томпсон из британского Эксетерского университета важнее найти ответы. Они фотографируют хвосты горбатых китов, чтобы понять, где морские гиганты размножаются и питаются в течение года. Нам повезло, что одно из животных, которых мы сфотографировали в Райской гавани, было замечено ранее в Панаме. Это прямое доказательство, что одни и те же киты кормятся тут и размножаются в Центральной Америке. Команда Томпсон также берет пробы воды на содержание клеток, чтобы по ДНК определить, какие виды населяют акваторию. Жидкость прокачивается через 2 стерильных фильтра, собирая любую информацию, которая содержится в 30 литрах воды.
Очень трудно взять пробы этих вод, потому что, как вы видите, условия иногда довольно суровые. Если бы мы попытались провести здесь, например, съемку, это заняло бы у нас много времени и, вероятно, стоило бы довольно дорого. Благодаря полученной базе данных ученые смогут наблюдать за этой областью в будущем и сравнивать, что происходит с окружающей средой, особенно в результате изменения климата. Томпсон и единомышленники отправились в путешествие с командой Greenpeace, которые призывают Организацию Объединенных Наций взять под свою защиту 30% мирового океана к 2030 году. Час Х уже близок. С 23 марта по 3 апреля ООН соберется на саммит, чтобы согласовать глобальный договор по океану. Первенство и чемпионат по шорт-треку проходят на ледовой арене Илей-Ботур. За состязаниями наблюдает конькобежца Саргалана Федорова. Она на прямой связи со студией. Саргалана, я тебя приветствую. Тебе слово. Приветствую, Юлия. Вот уже второй день любители зимних видов спорта наблюдают за состязаниями по одному из самых красивейших и захватывающих видов по шорт-треку. Якутяне ждали эту спартакиаду целых 4 года. И покорить скоростью ледовый корт собрались команды из 11 районов республики и города Якутска. Вчера они выявили сильнейших на дистанции 500 метров. И сегодня им осталось пробежать километровые забеги. Медали разыгрывают в 4 возрастных категориях среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Отмечу, что уровень мастерства у всех разнится. Пока по медальному зачету лидирует команда Амгинского района. В их копилке 4 медали, 2 золота и 2 серебра. И конкуренцию им составляют команда города Якутска. Вчерашний день дал им 3 медали, 2 золота и 1 серебро. Также фаворитами можно назвать и спортсменов из Мирнинского района. Именно сборная Мирного в прошлых соревнованиях становилась победителем и в 17-м, в 12-м и в 16-м годах. И мы поговорили с участниками из Алдана. У них этот спорт не так развит, но все же они показывают все, на что способны и на что они настроены. Нам рассказал один из участников. Приехал первый раз на шорт-трек, на спартакиаду от Алданского района. Нас приехало 6 человек. Мы приехали за 5 дней до соревнований, чтобы подготовиться. Участвую вообще в первый раз. Так, вчера уже откатались, более-менее нормально. Поначалу думал, что как бы это легко кататься на коньках, но на самом деле это очень тяжело было. Я сюда приехал, у них очень большие скоростя, за ними, вообще как бы не успеешь. И, в общем, классно катаются. Задача спортсменов как можно быстрее преодолеть дистанции. Конькобежцы могут развивать скорость до 45 км в час. Забеги проходят против часовой стрелки. И чтобы не упасть, спортсмены опираются левой рукой на лед и буквально скользят на кончиках пальцев. И за всем этим очень интересно наблюдать. Но соревнования сегодня завершатся. И после обеда начнутся финальные поединки. И выявят сильнейших. У меня все. Юлия. Спасибо, Саргалана. Действительно очень зрелищные соревнования. Напомню, на прямой связи была моя коллега Саргалана Федорова. Чемпионат России по футболу, заключительная часть сезона 19-20 стартует уже сегодня и продлится до 1 марта. В первом матче 20-го турнира Тинькофф российской премьер-лиги встретятся самарские «Крылья», Советов и Оренбург. Подробности у Полины Долинской. Полина, кто еще входит в группу российской команды? Здравствуй, Юлия. Группа лидеров премьер-лиги уже сформировалась. Действующий чемпион страны – это «Зенит», который занимает первое место, набрав 45 очков. На второй строчке располагается Краснодар на счету команды 35 баллов. Места с 3 по 5 занимают Ростов, ЦСКА и Локомотив. Их позиции в турнирной таблице определяются по дополнительным показателям.
Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Английский футбольный клуб «Арсенал» дома проиграл в дополнительное время греческому «Олимпиакосу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1-2. Единственный гол в основное время матча на 53-й минуте забил защитник греческого клуба Пасе Сисе. Так как первая игра закончилась гостевой победой «Арсенала» со счетом 1-0, было назначено дополнительное время, и на 113-й минуте нападающий лондонцев Пьер-Эмерик Абамейянг сравнял счет, но за минуту до конца дополнительного времени форвард Олимпиакоса Юсеф Аль-Араби забил гол и вывел свою команду на следующую стадию. И в этот же день в отметном матче 1/16 финала Лиги Европы Бенфика на своем поле сыграла в ничью с украинским «Шахтером». Результат – счет 3-3. В первом матче «Шахтер» победил дома со счетом 2-1. В составе португальского клуба отличился Пицци, Рубе Диаш и Рафаэль Силва. За «Шахтер» отбивались Тарас Степаненко и Алан Патрик. Еще один мяч в свои ворота послал Диаш на 12-й минуте. Бенфика стала последней португальской командой, завершившей участие в турнире. А заключительная часть сезона 2019-2020 чемпионата России по футболу стартует уже сегодня. В первом матче 20-го тура Тинькофф российской премьер-лиги встретятся самарские «Крылья Советов» и Оренбург. 29 февраля программа тура продолжится 4 играми. В центральной из них петербургский «Зенит» примет «Локомотив». Также в этот день состоится московский дерби между «Динамо» и «Спартаком», а столичный ЦСКА и грозненский «Ахмат» на своих полях сыграют с екатеринбургским «Уралом» и Ростовом соответственно. Завершится тур 1 марта 3 матчами. Дебютант премьер-лиги Тамбов в Нижнем Новгороде встретится с казанским «Рубином». Краснодар дома сыграет с Уфой, а Сочи с тульским «Арсеналом». Группа лидеров российской премьер-лиги уже сформировалась. Действующий чемпион страны «Зенит» занимает первое место, набрав 45 очков. На второй строчке располагается Краснодар, на счету которого 35 баллов. Места с 3 по 5 места занимают Ростов, ЦСКА и Локомотив. В 19 турах они набрали по 34 очка. Их позиции в турнирной таблице определяются по дополнительным показателям. В списке лучших бомбардиров первое место занимает нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который в 19 турах забил 11 мячей. Его ближайшим преследователем являются Элдор Шамуродов из Ростова и Александр Соболев, который зимой на правах аренды перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак». Новичок красно-белых располагается ниже узбекского форварда, потому что 2 мяча он забил с пенальти. Переходим к обзору регулярного чемпионата Евролиги. Баскетболисты ЦСКА проиграли испанской «Барселоне». Встреча завершилась со счетом 80-82. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Никола Миротич, который набрал 23 очка. В составе ЦСКА больше всех очков набрал Дэниел Хекет. ЦСКА до этой встречи трижды подряд обыгрывала Барселону. Для испанской команды эта победа стала 7-й к ряду в чемпионате. ЦСКА в турнирной таблице опустился на 5-е место, одержав в 26 матчах 17 побед. Барселона занимает 3-ю строчку, победив в 20 играх из 26. В следующем матче ЦСКА примет 3 марта петербургский «Зенит». Выиграв в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, московский ЦСКА завоевал Кубок континента. В заключительном матче армейцы на своей площадке разгромили Сочи со счетом 6-0. В параллельном матче домашнее поражение казанского «Акбарса» от екатеринбургского автомобилиста гарантировало ЦСКА первое место. По итогам 62 встреч армейцы набрали 94 очка и стали первыми в таблице Западной конференции. Столичный клуб в 5-й раз выиграл Западную конференцию, 2-й раз к ряду под руководством Игоря Никитина. ЦСКА обновил собственный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате, став обладателем Кубка континента в 5-й раз. В прошлом сезоне подопечные Никитина стали первой командой, которые сумели в одном сезоне стать обладателями Кубка континента и Кубка Гагарина. Благодаря победе в регулярном чемпионате ЦСКА будет начинать серию плей-офф на своей площадке. В первом раунде армейцы сыграют с нижегородским «Торпедо», СКА с подольским «Витязем», хельсинский «Йокерит» с ярославским «Локомотивом», московская «Динамо» со «Спартаком». На востоке «Акбарс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Борис» встретится с магнитогорским «Металлургом», обский «Авангард» с Салаватом Юлаевым, автомобилист с новосибирской «Сибирью». Кубок Гагарина стартует 1 марта. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия-24. Юлия, передаю тебе слово. Спасибо, Полина.
В столице республики продолжается 4-я спартакиада зимних видов спорта Якутии. Сегодня второй день соревнований. Якутские спортсмены борются за чемпионство в метании аркана на хорей. За состязаниями наблюдает Саргалана Неустроева. Саргалана, здравствуй, тебе слово. Юлия, здравствуйте. Сейчас я нахожусь на Зеленом лугу. Здесь проходили соревнования по метанию аркана на хорей. И всего здесь собралось 127 спортсменов. Это 23 команды из разных районов республики. Они боролись в 5 видах возрастной категории. Это юниоры и юниорки, мужчины и женщины, а также ветераны. Нам удалось поговорить с одним из участников соревнований, ветераном с 20-летним спортивным стажем Анатолием Поповым. Я вообще северным многоборьем начал заниматься в 2000 году. Так уже прошло 20 лет. И сейчас уже выступаем среди ветеранов. Аркан, маутензян называется, и его изготавливают из оленей шкуры, то есть плетеные арканы. Раньше были, когда я начинали, студенческие годы, там были, например, очень мало аркан, потому что так как он еще очень дорогой, один аркан стоит 20 тысяч. То есть, не было возможности купить на каждого аркана, да. А сейчас уже 2016-2017 года, как включили северное многоборье за счет игры Манчары, зимние спартакиады, уже районы начали закупать арканы. А то, что сегодня немного ветреная погода, это как-то влияет на результат? Сегодня 2 метра, это неощутимо. А вообще для кожаных арканов это 5-6 метров, это самые идеальные варианты. А сейчас 1-2 метра это вообще не влияет. Для финских искусственных арканов это самое то. Соревнования начались в 10 утра, сейчас они уже подошли к концу, однако результаты будут оглашены только завтра. Сама спартакиада продлится до 1 марта, и впереди у спортсменов еще 2 сложнейших и важных видов зимнего спорта. Это метание топора и прыжок через нарты. У меня на этом все, Юлия. Спасибо, Саргалана. Так и не скажешь на первый взгляд, что инвентарь для этого вида спорта такой дорогостоящий. Я напомню, что на прямой связи была моя коллега Саргалана Неустроева. Премьеры недели в кино и театрах Якутии. Как провести выходные, куда сходить и что посмотреть, готов рассказать Александр Хавренко. Александр, здравствуй, тебе слово. Да, приветствую тебя, Юлия. Кинотеатры и театры города, как всегда, приготовили для зрителей много всего интересного. И начнем мы с обзора киноновинок. На большой экран вышел биографический вестерн «Подлинная история банды Келли». Жизнь знаменитого бандита Неда Келли, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом. Для любителей пощекотать нервы в прокат вышел отечественный фильм ужасов «Яга. Кошмар темного леса». В центре сюжета молодая семья, которая переехала в новую квартиру на окраине города. Нанятая ими для новорожденной дочери няня быстро вошла в доверие. Однако старший сын Егор рассказывает о пугающем поведении женщины, но родители ему не верят. Также смотрите в кино драму «Просто помиловать». Пронзительная история о жизни молодого адвоката Брайана Стивенсона и его борьбе за справедливость, имевшая историческое значение. Окончив Гарвардский университет, Брайан мог бы выбрать любую прибыльную работу. Однако вместо этого он направляется в Алабаму, чтобы при поддержке местного адвоката Евы Энсли защищать тех, кто был осужден незаконно. Одним из первых дел, получивших наибольшую огласку, стало дело Уолтера Макмиллена, приговоренного к смертной казни за печально известное убийство 18-летней девушки в 1987 году. Несмотря на имеющиеся доказательства его невиновности и тот факт, что единственным свидетелем против него были показания преступника, имевшего все основания лгать. В субботу Русский театр приглашает на комедию «Голодранцы и аристократы» по пьесе Эдуардо Скарпетта. «Голодранцы и аристократы» – легкая комедия с элементами фарса, переодевания, внезапное разоблачение и сатира – вот что нас ждет. Чтобы добиться руки своей возлюбленной, молодой аристократ нанимает бедную семью на роль своей родни.
Эти голодранцы, конечно, так рады, как хотелось бы, но им не занимать темперамента, азарта и готовности поддержать игру. Хитроумный план ожидает тройной успех, но это вовсе не значит, что все обойдется без сюрпризов. Государственный театр оперы и балета приглашает на оперетту «Цветок севера» на либретто поэта Ивана Гоголева. «Цветок севера» о веселой, озорной сельской молодежи с мелодичными напевами и разговорными диалогами на якутском языке. А театр эстрады приглашает на спектакль биографию «Христофор». Спектакль, рассказывающий о нескольких этапах жизни Христофора Максимова, когда его имя начинает греметь по всей республике, когда люди стали толпами ходить на его концерты, время, когда он встретил свою вторую и последнюю любовь Христину, когда Христофор Трофимович узнает на себе все блага известности и ее обратную сторону, познает горечь расставаний и лишений. Дом дружбы народов имени Алексея Колоковского приглашает зрителей на спектакль «Портреты якутских женщин» по произведению Алексея Колоковского. Спектакль представляет собой описание 7 женских образов, большинство из которых представляют собой портреты современниц поэта. Портреты – отношения автора к ним, имеющие утрированный, но вместе с тем реалистичный характер. Все портреты оживляет одна актриса, Елена Маркова, а представляет их и выступает партнером женщин Павел Колесов. В воскресенье Русский театр покажет очень простую историю. Спектакль «Притча», позволяющий зрителям взглянуть на житейские проблемы с другого ракурса. Главными героями являются не только люди, но и домашние животные, и даже ангелы. Сюжет развивается, когда молодая девушка Даша узнает, что беременна от любимого человека Алеши. Но ее родители недолюбливают как самого Алексея, так и всю его семью, и они настаивают на аборте. Узнав об этом, домашние животные пытаются спасти неродившегося ребенка. Ради него они готовы пожертвовать даже собой. А в театре оперы и балета можно будет посмотреть экспериментальную постановку «Дитя и волшебство». Это история о непослушном ребенке, которого решили перевоспитать обиженные им предметы. Пройдя через испытание, дитя открывает в себе новое чувство – сострадание и возвращается в реальный мир. Разнообразная музыка, множество персонажей, у каждого из которых своя небольшая, но яркая партия, постоянная смена действия не дадут зрителю заскучать ни на минуту. На этом у меня все. Приятных вам выходных. Юлия, тебе слово. Спасибо, Александр. Средняя температура воздуха в начале марта будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске, рассказал РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. В Якутии температура будет на 10-12 градусов выше нормы, сообщил синоптик. Ну а теперь о фактической погоде в крупных городах нашей республики. В Алдании ясно, без осадков, температура воздуха минус 10 градусов, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду. 9 градусов со знаком минус и малооблачно. В Ленске ожидаются осадки в виде снега, ветер 2 метра в секунду. В Мирном также малооблачно, 13 градусов ниже нуля, скорость ветра 1 метр в секунду, без осадков. 14 градусов со знаком минус за окнами Нюрнбергенс, ветер 1 метр в секунду, малооблачно. В Якутске 14 градусов, ниже нуля облачно, идет снег, который прекратится ближе к вечеру, скорость ветра 2 метра в секунду. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.